Юлия Мингалеева – молодая мама. Сейчас она вынуждена сидеть дома с 4-летним сыном. Возможности выйти на работу нет. Еще в декабре по льготной очереди, как матери-одиночки, путевку ей все-таки выдали. Однако только на бумаге. Фактически же сад еще не достроен. Мы уже отвезли путевку в филиал, получается, заведующий. Нам сказали, ждите февраль, март, а сейчас уже не раньше, чем осенью. В сентябре этого года в столичные дошкольные учреждения планируется определить порядка 4500 детей. Смогут ли все желающие получить заветную путевку, покажет время. 16 объектов, которые в городе Якутске будут введены после этого расширения мест, это по капитальному ремонту. 6 объектов выкупили, 3 детских сада построили. Я считаю, это в городе Якутске большой прорыв за 1 год. Как пояснили ситуацию в мэрии города, приказ о комплектовании мест был издан в феврале текущего года. И с прошлой недели началось СМС-оповещение родителей. У нас комплектование идет сейчас круглогодично. Есть период основного комплектования, а есть комплектование на те места, которые создаются в течение всего года. И поэтому в декабре у нас оформлялись путевки на вновь создаваемые места. Субсидирование индивидуальных предпринимателей – еще одна социальная мера правительства, направленная на ликвидацию очередности в детские сады. Уже на протяжении многих лет неплохой альтернативой муниципальным садам стали частные. Детей в группах не так много, по 10-15 человек. Ежедневно в них проводятся занятия. Порой родители, получившие место в муниципальном саду, решают продолжить посещать полюбившиеся частные учреждения. Плата за такие услуги за счет субсидий государства стала на 50% меньше. Галина Погадаева, Роберт Набиев, Вести, Якутск.